Петербург объединил людей разных национальностей, хотя бы для того, чтобы быть построенным еще в 1703 году. Город, задуманный Петром, привлекал новыми возможностями, дарил надежду, помогал осуществить мечту. Здесь любой человек мог найти себе дом, исповедовать свою религию, заниматься своим делом и быть нужным. Петербург – интеллектуальная и культурная столица России именно потому, что изначально был гостеприимен ко всем культурам и за 3 века сложил свою собственную. Город, где чувствуешь себя счастливой. Город, греющий нежной прохладой. Город мыслей, любви, вдохновения. Город, где важно каждое мгновение. Мадина любит бывать тут, на высоте в 27 метров над уровнем оживленных улиц центра города. Может быть, это не самые известные виды, не то, что привыкли рассматривать туристы, но юную поэтессу из Таджикистана они вдохновляют. Я пишу просто свои чувства, свои эмоции, записываю их просто на бумаге. И многим это нравится. Мадина родилась в Худжанде, культурном центре Таджикистана. Возможно, поэтому девушку так тянет к искусству. До переезда в Петербург поклонников у ее стихов было немного. Здесь же аудитория выросла. Теперь она мечтает издать сборник. А вот другой уроженец Худжанда, который живет и учится в Петербурге, это лето провел в Европе, но вовсе не как турист. Здесь я в течение семестра проходил обучение и делал практику. Один из лучших студентов университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича уже сейчас работает с профессорами мирового уровня над проектами крупнейших IT-компаний. Любимым школьным предметом у Абдулы была информатика. Когда подрос, понял, что хочет продолжить обучение в мегаполисе, быстро развивающемся и красивом, поэтому Петербург. Город он полюбил сразу. Без ошибок могу определить, человек из Питера, как-то, или точнее жил в Питере или нет. У него отношение к людям другим другое. Атмосфера, вот именно общество здесь другое. Приятно. В петербургском вузе Абдул нашел единомышленников, тех, кто даже в летние каникулы готов проводить время в лабораториях, паять микросхемы, собирать опытные образцы. Абдул работает над сетями нового поколения. Врач надевает там, допустим, перчатку с фидбэком, ну, с ответом. А там манипулятор в виде руки врача оперирует. Вы красавчики. Супер. Вот. Это первое, что хотел сказать. Во-вторых, есть ли у кого-нибудь какие-то пожелания, замечания по поводу того, что у нас было на мероприятии? Председатель организации таджикских студентов Амин – ярко выраженный 22-летний лидер. Даже летом, когда многие уезжают на родину, проводит собрания. У нас очень много нашей молодежи приезжают сюда учиться, чтобы потом уже развивать нашу страну. Кто-то остается, кто-то возвращается обратно. Но суть в том, что нас тут много, и у нас большая культура такая же, и нам есть чем гордиться и что показать и поделиться с другими. Мост под руководством Амина организует праздники. От Дня молодежи до Навруза устраивает и серьезные акции. Например, «Мы воевали вместе». Чем Таджикистан помогал советской армии во время Великой Отечественной войны? Ну, вроде как мне известно, он принимал беженцев и помогал питанием, продовольствием. О, молодец, контролируй, держи. Когда бросок делаешь, держи секунд 5. Даврон, еще один из руководителей молодежной организации, не смог прийти на это собрание. Очень много тренировок в клубе ММА, который носит его имя. Нужно готовить бойцов к выступлению. Заниматься единоборствами он начал в 7 лет в родном Вахдаде. Когда исполнилось 20, переехал в Петербург работать. При этом бросить спорт он не смог. Работал и тренировался, да, там. У меня времени вообще не было. Я работал без выходных, чтобы мне обеспечить себя, семью и за тренировки платить. Даврон был и курьером, и охранником, но после того, как выступил несколько раз на любительских турнирах, открыл для себя новый путь – карьеру бойца смешанных единоборств. Травма колена на 2 года практически выбила из строя. Весной 2017-го Даврон вернулся на ринг известного промоушена и снова победил в первом раунде.
Поэтесса Мадина прекрасно знает, что такое травмы. Спортивные, как у Даврона, автомобильные или другие. После первого курса медицинского вуза она проходит практику в одной из лучших больниц Петербурга, 26-й, на отделении сочетанной травмы. На самом деле было всего лишь 5 лет, и я уже с этого времени играла с игрушками, делала им уколы. Просто, я не знаю, захотела стать врачом. В операционной стажерам часто становится плохо. Старшие сестры присматривают за молодежью и, если что, помогают присесть, дают на шатырь. С Мадиной такого никогда не было. Я поняла, что нашла вдохновение в медицине, так как медицина поистине самая благородная из всех искусств. Какую специализацию выбрать, определиться к 3-му курсу. Сейчас ее главные учителя – медсестры, и работу ей дают самую простую, например, мыть инструменты после операции. В стационаре помощи студентов всегда рады. Чем больше внимания будет у пациентов, тем лучше. Мадине доверили больного со сложным переломом ноги. А ногу потом перевернем? Укол – простая процедура, но Мадина раньше ее не делала. Готовится под присмотром старшей сестры. Пациент согласился помочь начинающему доктору. Здравствуйте, меня зовут Мадина, и мы будем делать вам укол обезболивающий. Инъекция прошла удачно. Несмотря на нежный образ, у Мадины крепкая рука. Чтобы укрепить не только интеллект, но и тело, будущий ученый Абдул год назад занялся спортом, довольно необычным для его земляков. Они больше заинтересованы в боевых искусствах, то есть ММА или что-то вроде того. Ну, я не имею права кого-то убеждать в ином, но вот именно в поддержку именно ребят, которые хотят заниматься теннисом, среди наших сограждан здесь, к сожалению, очень мало. То есть я практически их не знаю. Играть в теннис начал еще в Германии. Сложнее всего давалась подача. Решил отработать ее в Петербурге с тренером Марией. Если у нас плохой подброс, мы его не бьем. Хорошо. Отлично. Извините. Во время игры Абдул может расслабиться и отвлечься от учебы. Это важно. К тому же именно на корте приходят свежие идеи. Там во время игры как-то немножко замер на какой-то долю секунды и понял, что вот если я сделаю так, то есть поменяю там в коде какое-то слово, оно должно заработать. Ну, я быстро отыграл, домой пришел, попробовал. В принципе, работает. У него и сейчас есть нерешенные задачи, так что в этот сет парень вкладывается полностью. Вдруг поможет. У Амина свой способ искать вдохновение. Лидер таджикской молодежи любит уличное искусство, музыку и особенно танцы. Дворцовая площадь – это место для самовыражения. Ты же видишь, вот покажи что-нибудь. Ну, согласен. Итак, могу показать то, что, например, из того же мимики, либо... Круто, но это вот что-то робот, да? Да. Можешь сделать вот с этой руки, передать сюда. Ну давай попробуем. Да. Как? Я передаю, ты дальше. Ну давай попробуем. Вот, теперь ты с той руки в эту сторону. Да, вот, отлично, супер. Именно танцами первокурсник Амин привлек к себе внимание. Выступил на нескольких студенческих конкурсах и уже потом начал организовывать их сам. Ты профессиональный танцор? Я нет. Я любитель, я самоучка. Я начал интересоваться танцами еще у себя в городе, когда в школьные времена. Но у нас в маленьком городе Чкаловск, не было школ танца, и поэтому я начал танцевать на улице. В петербургский вуз он поступил по государственной квоте Таджикистана и вполне оправдал вложения. В 2016 году стал лучшим иностранным студентом России. На этом фоне его смелая мечта кажется достижимой. В дальнейшем, на самом деле, я уже прям очень активно поставил себе цель стать министром связи Республики Таджикистан. Да. Это, по сути, прям очень-очень далеко, но если
уверенными, надежными шагами идти к этому, то можно прийти. Даврон рад, что его клуб меняет жизни учеников. Кто-то раньше работал грузчиком в 2 смены или строителем, а теперь получает спортивную зарплату. Об уличных драках они больше не думают. В первую очередь им условия оставляю, что если вы спортсмен, то драться, то только в ринге драться. Любой легкий удар может человека нокаутировать или сломать что-то ему. У него грандиозные планы. Мечтает быть тренером чемпионов. В команде 70 человек, таджики, узбеки, русские, украинцы, белорусы, киргизы. Из них 15 выступают на ринге и в клетке. Есть те, кто ни разу не проигрывал. Потенциальные звезды ММА. И драться они будут от имени нового клуба, который построит Даврон. Я бы хотел под названием Тадж Питер назвать, спортзал, таджики Санкт-Петербурга. Также хочу в дальнейшем, чтобы мои ученики, все, кто у меня тренируется, представляли Таджикистан и Санкт-Петербург, потому что Санкт-Петербург и столица Таджикистана Душанбе являются братскими городами. Если надеждам, мечтам и планам этих ребят суждено сбыться, они войдут в будущую элиту своей страны. А сейчас в Санкт-Петербурге каждый из них только начинает свой путь. МОСТ, молодежная организация студентов Таджикистана, и каждый ее участник в отдельности уже сделали многое и планируют двигаться дальше, рассказывать о своей культуре, устраивать праздники, помогать в учебе, работать со СМИ и создать, наконец, свою команду КВН. В этой веселой компании есть и профессиональный стендап-комик, и режиссер, а уже артист тут каждый второй. Петербург, как и всегда, привлекает к себе самых ярких людей любой национальности.